Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Хочу предложить такую тему. Осознает ли человек, что виноват перед вами? Или осознал ли после того, как вот что-то произошло, да, уже осознал ли свою перед вами вину, раскаивается ли? И у нас с вами будет 3 позиции, поэтому вы можете прям таки загадывать 3 людей. Не обязательно это должна быть, там, допустим, любовная тема. Это может быть что угодно другое. Начальники, подчиненные, дети, родители, кто еще там, мужья, жены, вот, всякие подруги, друзья, предатели, подставщики, мошенники. Ну вот кого бы вы ни загадали, да. Первая карта покажет энергетическое состояние, как живет сейчас, да, этот человек, которого вы здесь загадываете. Ну, а дальше мы будем смотреть, чувствует ли человек, вот понял ли, осознал ли, что виноват перед вами и раскаивается ли в своей вине, в своем проступке. Так что вот у нас перед вами 3 человека, да, 3 индикатора. Карты-индикаторы, как человек сейчас живет, поживает. Какие у него энергетические данные. Итак, значит, тут у нас наугад взяты камни, крокодиловая яшма, горный хрусталь и красная яшма. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я убираю в сторону. Осознал ли человек свою вину? Раскаиваться ли? В этом раскладе даже можно преступников загадывать, которых в итоге там, не знаю, посадили, осудили или оправдали. Итак, значит, первая у нас крокодиловая яшма. И первая карта – это этот человек сейчас, как он живет, поживает, добра наживает. 9 воды. Ну так, в комфорте. Хорошо этому человечку, удобно. Может быть, человек много кушает, там, не знаю, расслабленный, спит, валяется в кровати, смотрит телек. Карта 9, она часто показывает или одиночество, или такую закрытость этого человека. Но в то же время, я говорю, вот этого человека точно есть зона комфорта. Человек может быть не одинокий в плане там, любовных отношений или семейных, но сам по себе несколько интровертивный скорее на сегодняшний день. Однако все, что человеку этому хочется, будто бы у него как бы и есть. И человек может много есть, много пить, быть тучным по этой карте. Или набирать сейчас вес, да, то есть вот. Хорошо. Ну, здесь у нас женщина изображена. Ну, это не обязательно должна быть женщина, конечно. Может и мужчина быть такой, довольный жизнью. Хорошо. Давайте посмотрим, значит. Осознает ли человек, что перед вами в чем-нибудь виноват? Раскаивается ли, да? Вот сначала осознает ли вообще свою вину? 3 огня. Но тут ни осознанием вины, ни раскаянием как бы. Давайте, раскаивается ли в чем-нибудь? Луна. А вот тут есть, да. Вот чувством вины здесь как бы сильно-то не пахнет. Но в чем-то раскаивается. То есть иногда человек может раскаиваться в каком-то своем поступке, но при этом не считая себя виноватым. Почему? Объясню. То есть меня к этому поступку привели жизненные обстоятельства. Они меня вынудили сделать это. Я не виноват, что я это сделал. Но так сложились обстоятельства, да? Но я жалею об этом. То есть, понимаете, вот так себя человек это чувствует. Я по-другому как бы не мог поступить, потому что меня вот сбили с курса, да, со своей цели, с панталыги сбили, или ввели в заблуждение, может быть. Или навели на меня, там, не знаю, магическое воздействие, черномагическое, порчу. Окрутили, обманули самого. Даже вот так может быть. То есть виноватым себя человек не считает, что так поступил. Именно потому, что сам как бы типа не знал. То есть, да, раскаяние у него есть. То есть ему бы меньше всего на свете хотелось
чтобы он так поступил, но поступить пришлось, потому что ввели в заблуждение, или сам был введен в заблуждение, да, и все равно, ну, не хотелось бы такому человеку, вот, чтобы это было. То есть сам по себе человек довольно-то и нерасторопный, чтобы кому-то целенаправленно, если честно, вредить. То есть его реально, скорее всего, что-то там, да, сподвигнуло на это, именно как будто какой-то обман или черномагическое воздействие. То есть человек мог не понимать, что он делает. Вот. Хорошо. Какая расплата за это ждет человека? 9 земли. Ну, учитывая, что, возможно, человек действительно по вселенским и космическим законам не шибко виноват, то, может быть, его и не ждет никакая там огромная расплата за это. Понимаете? То есть 9 земли, она, по сути, о каких-то расплатах-то не говорит. Но тут и понятно. Почему? Потому что, может быть, действительно этот человек не виноват и не думал, что так поступит. Или если поступил, так его вынудили обстоятельства. То есть он действительно не мог поступить иначе. Вот. Поэтому я вам так скажу, что вам тут надо хорошо подумать над этим делом. И над тем, что вообще произошло. Как бы высшие силы не признают человека виновным. И расплаты ему не дают. По крайней мере, в этой жизни. Может, там в следующих, не знаю, но не в этой. Сможете ли вы с этим человеком пообщаться, наладить отношения или еще что-то в этом духе? Королева воздуха. Ну, тут, как бы, понимаете, идет какая-то гордынька, что ли. Вообще, интровертивность присутствует в каждом из вас. В этом человеке и в вас. Но вы как-то холоднее и строже. Вы можете проявить чуть-чуть гордыни и с этим человеком не особо об этом общаться или вообще не общаться. Но, с другой стороны, если к сближению, то может повлиять женщина знака воздуха, допустим. Весы, близнецы, водолей. Вот. Или с асцендентом в воздухе. Ну, вот как-то так. Но я бы, наверное, знаете, как сказала? Если ситуация какая-то, правда, тяжелая, вряд ли вы будете общаться. Ну, вряд ли. А скорее, каждый из вас будет так холодновато относиться ко второму, и все. Но и сказать, что энергетически можно признать человека виновным, я тоже не могу. Плюс человек имеет действительно раскаяние, значит, понимает, что все-таки что-то произошло неправильно. Вот. Ну, вот такой ответ у нас по первой позиции. Позиция номер 2. Горный хрусталь. И, значит, первая карта. Как человек живет, поживает. Добра наживает. Что энергетически, да? Паж огня. Ну, паж огня – это хорошая карта. Она показывает, что у человека есть энергия. Есть какие-то идеи, активность в жизни, хорошее настроение, даже, возможно, сейчас, ощущение молодости, прилив сил и бодрости, и созидание такое в жизни идет, желание развиваться, желание учиться чему-то, желание создать что-то новое, интересное. Если в плане отношений, то такой человек скорее легкий, не совсем ответственный, а больше похож на человека, любящего играть в любовь, да, страстного и такого склонного к развлечениям, да. Ну, а так вот, если не любовная тема, карта просто показывает кого-то, кто сейчас не сильно хочет включать в жизни ответственность, а больше просто интересуется чем-то, хочет что-то новое, или новый проект начать, или новую учебу, или работу новую найти, или новые знакомства. То есть открыт для чего-то в жизни, чтобы это поступало новое в жизнь, и радоваться жизни, да. То есть это человек не в минусовых энергиях, а именно в плюс, да, идет сейчас. То есть ему как-то, более-менее весело, хорошо, нормально. Ладно, давайте посмотрим. Этот человек ощущает вину перед вами? Чувствует? Рыцарь воды. Ну, тут все-таки какая-то сентиментальность включается. Видите, тут с гитарой там.
То есть видно, что какая-то сентиментальность действительно включается. Давайте посмотрим, раскаивается ли этот человек. Солнце. Знаете, тут что? Тут такой человечек, который как бы готов признавать вину. Вот так. То есть, допустим, вы на этого человека сейчас наедете, скажете, ты виноват, ты мне сделал вот такое и такое. Он скажет, да. Да, я виноват. Еще на гитаре вот так сыграет, споет там, я не знаю, сочинит про это пьесу и стихи. Но сказать, что это прям раскаяние за свои поступки, нет, я не могу. То есть человек может признавать свою вину, но сказать, что он в этом раскаивается, нет. Человек отлично знает, какой он эгоистичный, или она, что способны на эгоистичные поступки, не очень хорошие, и может подводить, подставлять других людей, поступать безответственно, халатность проявлять. И не раскаивается в этом ни на грамм. Считает это часть его личности. То есть безответственность — это тоже бывает чей-то характер и часть личности. Безответственность, слишком большая мечтательность, неумение выстраивать логические действия, цепочки, неумение действовать последовательно, действовать постоянно, поступательные совершать движения, да? А действовать только импульсивно, только тогда, когда тебе взбредет в голову. То есть в человеке нет полностью никакой организации в жизни. Да? Нет, он не умеет организовывать ни себя, ни свое пространство, ни свою деятельность, ни свою работу, ни свою жизнь. И, соответственно, это просто человек, оставшийся внутри ребенком. Естественно, о каком раскаянии может идти речь в таком случае? Ни о каком. Человек считает себя святым ангелом, вот так, и понимает, что да, все люди ошибаются, да, все люди виноваты друг перед другом, и я перед тобой. Но раскаяния нет. Душевного раскаяния не вижу ни на грамм. То есть, может, вы загадали вообще афериста, может быть. Аферисты именно так себя чаще всего и чувствуют. Ну, либо очень безответственные, самовлюбленные люди, которые замечают только себя, исключительно себя и никого другого. Хорошо, какая расплата, может быть, ждет этого человека? 5 воды. Но его постигнет похожее разочарование этого человека. Он потеряет, возможно, кого-то, кто ему дорог. Может, даже в вашем лице, например, или кого-то еще. Человек много чего потеряет в жизни благодаря своей безответственности. Но я думаю, что это может научить чему-то этого человека, но не до конца. А будете ли вы дальше общаться, там, примиритесь или как? 2 воды, да. Понимаете, это настолько какой-то безалаберный внутренний ребенок у человека активный, да, что вы, наверное, это все равно в какой-то момент поймете. То есть, если вы загадали не мошенника, конечно, не афериста простого, то вы, наверное, будете общаться с этим человеком. А по 2 кубков еще и, возможно, если это любовная тема, восстановление отношений, да, или их просто продолжение. Но если это аферист-мошенник, то скорее вы это просто поймете так. Этот урок усвоен, да, что я больше от таких людей не ведусь. И вы внутри обретете гармонию в себе по поводу этого человека. То есть, конечно, никто не будет общаться с мошенниками, да, но вы внутри просто обретете состояние равновесия, что все, урок пройден, все. А вот этот человек получит кучу разочарования жизни и потерь. Да. Ну, вот такой ответ у нас по 2 позиции. 3 позиция. Красная яшма. И этот человек сначала, как вот он живет, да. О, 5 воздуха. Здесь в этой колоде прям такие чуть ли не мать драконов изображена. Не знаю, похоже на исчадие зла. Я исчадие зла, я всем отомщу. Я со всеми поквитаюсь. Но я этим очень доволен или довольна. Прям
горжусь своей злостью и своей чернотой души и своими гадкими поступками. То есть вот так. Человек мстительный, противный, купается в волне себялюбия и гордости собой, как я всех сейчас покараю, всем отомщу, всех заткну за пояс и вообще. То есть именно такой человек. Я бы сказала, у него темная душа. Очень темная душа. Возможно, этот человек психически неуравновешен. То есть 5 воздуха часто об этом говорит. И как вы помните, мать драконов, ну, хорошей психикой и равновесием психики точно не отличалась. Дейенерис бурерожденная, Таргариен. То есть, ну, сами понимаете, там не просто псих, там вообще маниакально-депрессивный, да? Ладно, давайте посмотрим. Этот человек осознает вину перед вами. 2 воздуха. Ну, вот опять мы видим вот какое-то вот что-то темное, да? Темное на светлом, светлое на темном. Чуть ли не мессия здесь у нас. То есть свой поступок человек воспринимает как мессию, да? Типа вот я пришел в этот мир сделать так, так и так, чтобы все вокруг вот. Давайте посмотрим, раскаивается ли человек. 3 воды. Да нет, конечно, радуется тому, что натворил или натворила. Вот и все. Ни раскаяния, ни чувства вины здесь нет. Здесь ощущение себя высшим благом, которое пришло карать других людей. Некой темной силой, которая за всех отомстит всем остальным. И когда человек делает зло, прям таки хихикает, потирает ручки и готов купаться, не знаю, в чужой крови. Вот так. Давайте посмотрим, а какое наказание, расплата ждет этого человека за такие вещи. О! Карта говорит сама за себя. 13-й аркан. Ну, как человек злорадствовал по поводу страданий других людей, такая у него и расплата. Будете ли вы еще общаться с этим человеком, наладите ли отношения? Ага. Ну, здесь мы с вами видим королеву кубков, получается, или короля, ну уж как можно по-разному, да, воспринимать. Ну, что я могу сказать, да? Нет, тут получается не королева. Король, наверное, так выходит. Ну-ка. Ну да, на короля похоже. Смотрите, король кубков. Возможно, если, допустим, это любовная тема, то у вас просто появится нормальный человек. Хороший кто-то, да? Если же тема не любовная, как говорится, кто-то вас придет утешит в жизни. То есть в ком-то, в другом, в каком-то человеке вы найдете утешение. Или, может, вы пойдете разбирать эту ситуацию у психолога. Вот я еще так могу подумать про эту карту. Поэтому тут история такая, без раскаяния, но с расплатой. Вот. И психика нарушена сильно. Поэтому, ну что уж взять психа и постарайтесь не думать просто действительно об этом. Можете, правда, разобрать у психолога с подругой там, или с другом, и все. Или заменить одни отношения на другие. Но ну, я умоляю, больше не возвращайтесь к вопросу об этом человеке. То есть, понимаете, постарайтесь не общаться с таким экземпляром, как мужчины, так и женщины. Постарайтесь не вступать в такие контакты, потому что человек на вас и будет отрываться вовсю. Вот. Ну, вот такой ответ у нас по 3-й позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и до новых встреч.